Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы говорим сегодня о событиях в Якутии, о несанкционированных и санкционированных протестах и о безобразных акциях, которые случились после этих протестов. И мы сразу хотим сказать, что власти Якутии и федеральные каналы российские называют все, что происходит там, протестами против нелегальной миграции. Но самое интересное во всей этой истории, что преступник, который совершил жесточайшее преступление действительно по отношению к жительнице Якутии, он не был нелегальным мигрантом. Почему же так представляют настроение и поведение жителей власти этой республики? Мы поговорим сегодня с нашими гостями. Представляю вам их. С нами Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте. Добрый вечер. Валентина – правозащитник, которая занята делами мигрантов. И вы получили, как я понимаю, Валентина, уже обращение оттуда, да, из Якутска, да, о том, что мигрантов начинают прессовать. Да, я получила 14 обращений за вчерашний вечер. Это обращение от 4 непосредственных жертв и от 10 свидетелей погромов. Это нападение на киоски, это нападение на рыночные прилавки, нападение на таксистов и нападение внутри супермаркета на мерчендайзер. Умит Бабаматов с нами, наш коллега, узбекская служба радиостанции «Свобода», который также получает, я так понимаю, что вы, Умит, тоже получаете информацию, видео оттуда от пострадавших. Да, огромное количество людей. Вот все это началось 17 числа вечером. Я начал получать первые сообщения о том, что что-то очень нехорошее происходит в республике. Они пытались мне присылать фотографии, сперва аудио, а потом пошли и видео, на которых уже можно ясно представить, что там происходит. Мы это покажем, как не тяжело будет нам это показывать. Умит Бицоев с нами. Здравствуйте, уважаемый коллега. Также обозреватель «Новых известий» когда-то и тоже специалист-эксперт по национальной политике. И с нами на связи Дмитрий Михайлов. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий на связи из Якутска. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий – это блогер, который обратил внимание читателей и всех, кто видит, потребителей информационного агентства «Регном» своими блогами на то, что очень странно выглядят эти протесты, что аналогичные преступления, совершенные, может быть, даже в более тяжелой форме, но не мигрантами, не вызывали никакой подобной реакции. Но Дмитрий об этом нам сам скажет подробнее. Я для начала предлагаю все-таки посмотреть наш сюжет с историей подобных протестов и с историей этого протеста. По сообщению Следственного комитета, 17 марта в Якутске выходец из Средней Азии похитил и изнасиловал местную жительницу. Женщине удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы. Полиция задержала 23-летнего мигранта из Киргизии. Он признал свою вину. Это дело вызвало резонанс в обществе. В тот же вечер на стихийную акцию протеста вышли около 200 человек. По сообщениям местных СМИ, полиция не подавляла протест силой, а призывала собравшихся разойтись и попробовать согласовать акцию. На следующий день, уже на официальный митинг, во дворце спорта «Триумф» собралось около 6 тысяч человек. Перед митингующими выступили местные власти, глава республики Айсен Николаев и мэр города Сардана Авксентьева. Николаев пообещал усилить борьбу с нелегальными мигрантами и назвал источником и рассадником преступности незаконное предпринимательство. Мы должны понимать, что незаконную миграцию организуют и способствуют ее распространению сами жители, отметил он. Свои извинения принес представитель киргизской диаспоры в Якутске. «Мы заинтересованы, чтобы преступник был наказан и разделяем чувства якутян. Сейчас нас всех переполняет возмущение», – заявил он. В России это не первый случай протеста против мигрантов. В 2006 году в карельском городе Кондопога произошел конфликт между посетителями ресторана и официантом из Азербайджана. Приехавшие на помощь официанту чеченцы напали с битами и ножами на случайных прохожих, которые оказались возле ресторана. В результате погибли 2 человека. Это спровоцировало массовые беспорядки и погромы палаток, принадлежавших кавказцам. Местные власти попытались подавить митинги с помощью ОМОНа. Из-за антимигрантских настроений были эвакуированы около 60 кавказцев, но уже спустя 2 месяца, когда волнения стихли, они вернулись в Кондопогу. Задержанные чеченцы отказались признать свою вину. До вынесения приговора слушания длились в течение 4 лет. Однако самыми массовыми беспорядками на межнациональной почве считаются события в Западном Бирюлеве осенью 2013 года.
Поводом послужило убийство местного жителя Егора Щербакова азербайджанцем Арханом Зейналовым. Через несколько дней в Москве прошел несогласованный митинг численностью около 3000 человек, который закончился поджогом торгового центра и разгромом плодоовощной базы. В результате подавления протеста были задержаны около 400 человек. Я хочу сказать, что с нами на связи и председатель киргизской диаспоры в Якутске Данияр Байгутуев. Здравствуйте, Данияр, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно вас очень хорошо. И я бы хотела, чтобы сейчас, у нас будут еще участники из Якутска на связи, но я бы хотела для начала, чтобы участники нашего обсуждения, все наши гости сказали, как они видят причины того, что происходит. Считаете ли вы, что соответствует официальная версия, что народ встал против нелегальной миграции, они хотят, чтобы миграция была легальной, и если она станет легальной, вся национальная проблематика исчезнет. Согласны ли вы с такой версией? Умеет, пожалуйста, ваше слово. Дело в том, что когда начали поступать эти сообщения, я тоже заинтересовался статистикой, количеством. Неужели такое огромное количество людей, что против них поднимается чуть ли не вся республика? Оказалось, сами представители говорят, что там всего около 7 тысяч граждан Кыргызстана, еще несколько тысяч, и они в основном работают в сфере обслуживания, в сфере такси, стройки, те тяжелые работы, на которые местные, как обычно, не идут. И занимаются, например, узбеки в основном занимаются продажей фруктов на рынках и так далее. То есть, насколько реально то, что нелегальная миграция стала причиной, об этом еще можно судить, потому что еще до этого мне приходили сообщения о том, что в республике крайне негативно относится ко всем приезжим, скажем так, да, а приезжие кто? Это в основном граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Это основные поставщики мигрантов в Россию. И местное население, такое ощущение возникает сейчас, что эти все события связаны не с тем, что там кто-то кого-то изнасиловал, потому что почему же не происходит изнасилование, если из 290 изнасилований или тяжелых ситуаций, которые были, да, всего 4 случая связаны с иностранными гражданами? Почему в других случаях местные не выходят и не требуют наказать? То есть это уже говорит о том, что здесь речь идет именно о том, что то ли кто-то, я не могу сказать, что кто-то направляет, но таким способом местное население, может быть, выпускает пар. Как обычно происходит погром. Но вы сразу согласитесь, все-таки, я думаю, что вы согласитесь, что с чисто житейской, бытовой точки зрения своему прощается больше, чем чужаку. Да. Это даже заметно по переписке, которую ведут местные жители, особенно женщины, говорят, чего вы добились, хорошо, сейчас уже 3-й день, узбеки, киргизы не ходят в такси, закрыты все продуктовые магазины, закрыты все предприятия обслуживания, и местные люди сами не могут купить продуктов или съездить куда-то. Они говорят, они-то в чем виноваты? После того, как в Якутске избили водителя маршрутки 18-й, да, таксисты тоже отказались выходить на рейсы. Это все приводит к тому, что накапливаемые проблемы, они выплескиваются в таких очень нелицеприятных формах. Весь вопрос, который возникает из того, что вы сказали, это проблемы взаимоотношений национальности, это другие проблемы раздражения, которыми накопилось, но кому-то выгодно канализировать это именно с таким способом. Да. И руководство тоже, вместо того, чтобы как-то успокоить население, сказать, что это единичный случай, и к преступникам нужно относиться не по их национальной принадлежности, а как к преступнику. Вместо этого руководство продолжает накаливать обстановку, это тоже сказывается. И это чувствуют мигранты, которые нам пишут. Вы знаете, перед тем, как выслушать мнение других гостей, я все-таки хочу, чтобы все увидели это видео, которое
было размещено в социальных сетях. Участник, он сам, он приходит в эту лавочку, и он снимает, и размещает, и друг жертвы, который в данном случае выступает мигрант, у которого все документы в порядке, вот он присылает вам это видео. Давайте все его посмотрим, хотя это тяжело. Я вот у тебя постоянно покупаю. Ты знаешь меня? Каждый день я тебе захожу, что-нибудь покупай, да? Теперь вот слушай, я у тебя ничего не буду брать, понял? Пока все не решится. И советую тебе закрыть вот это, да? На время хотя бы. Потому что, не дай бог, да, вот придут, разнесут все у тебя. Понял? И вот это все, что вот твои овощи, да, никто жрать не будет. Понял? Я здесь повешу бумагу, да, сюда не заходить. Здесь работает киргиз. Ты понимаешь? Я не против тебя был, да? Но сейчас я настроен против тебя, понял? Набежали, как тебя зовут. Собирай манатки, да, уезжай в Киргизию. Понимаешь, там живи. Работай там. Почему здесь приехал? Сюда, почему? Вот твое гражданство снимем, да? Россия. Россия. Откуда ты здесь родился? Нет. В России родился? Россия. А? Российский паспорт нет. Российский паспорт? Да. Покажи паспорт. Кто тебе этот паспорт сделал? Вот скажи мне. Ты где живешь и где прописан? Покажи паспорт. Вот, в каком году ты прописался? В 2011 году, да? Да. Из Омска приехал. А кто тебе паспорт сделал? Земляки сделали? Вот твоя прописка, да, местная? Понятно. Там, вот где ты живешь, ты один живешь, или там толпа киргизов живет? Есть квартиры, где по 100, по 200 человек прописано. Вот сейчас начнется, да? Найдем даже тех, кто вот прописывает вас, миграционные делает, да? Скоро исчезнете отсюда. И вот, смотри, я у тебя покупал, больше у тебя не буду покупать. Ни одного киргиза. Понял? И это скажи спасибо своим землякам. Ну вот, смотрите, это мы замазали данные его паспорта. Они в интернете гуляют совершенно открыто. Это вот наша уже вот роль во всей этой истории, что мы не хотим, чтобы этот человек еще больше страдал. Пожалуйста, Саид, как вы считаете, их можно спасти, защитить таких людей? И ведь это очень похоже на то, что происходит и в Москве, и в Кондопоге, кстати сказать, в таких случаях, что жертвами становятся соотечественники преступника, которые ни в чем не виноваты. Вы знаете, как это не парадоксально, именно в нашем эфире, здесь на Радио Свободе, я лет 5, а может быть даже 10 назад говорил, когда в Москве Навальный и прочие кричали «Долой Кавказ» и «Хватит их кормить, этих бездельников», то я предупреждал, что национализм развивается, растекается, все начинается из Москвы. И в том числе приводил случай с Якутией, в котором тоже были националистические проявления. И, к сожалению, это оказалось правдой в этой истории, когда власть не реагирует жестко, как она умеет реагировать, если какой-нибудь блогер скажет плохое слово против какого-нибудь чиновника воровитого, тогда они очень жестко реагируют, и запреты, и все митинги, все запрещают. А здесь уважаемая Сардана Авксентьева, про которую я очень хороший материал написал еще месяц назад. Это мэр города. Это мэр города, да, вот я известный политик, которая пришла на волне вот такого голосования. Человек очень умный, очень достойный. И она мне представлялась таким политиком федерального уровня, который показывала свое отношение и к населению, и к власти. Вот. И эта женщина внушала большой оптимизм, как будущий федеральный чиновник. И вот она, так только начались эти митинги, она заявила следующее. Наше терпение не бесконечно. Мы не позволим вот таким вещам происходить здесь. То есть она оседлала эту митинговую националистическую волну и пошла в фарватере этой волны. Она не имела права так говорить. Она мэр города, она главный начальник этой республики. Она была... В первую очередь должна была сказать, что остановитесь, здесь преступлений сотни происходят, в том числе вот эти позорные преступления. И если один мигрант виноват, то это не значит, что все мигранты плохие. Мигранты кто? Мигранты это трудяги. Они приходят в те ниши, в которых местное население не хочет работать. В том числе это и Якутии, и Москвы касается. Миграция, она приходит в те ниши, в которых нет людей. Поэтому, разумеется, виноваты власти,
это в первую очередь и местной полиции, и местных властей, то, что там случилось. Я тоже с огромным изумлением прочитала ее слова на митинге, что почва для таких преступлений создается тем, что им дают возможность организовывать здесь нелегальный бизнес. Ты мэр города, ты как бы сама себя обвиняешь в том, что ты создаешь эту возможность. И потом она кричит это на митинге, что здесь создают возможность. А кто создает-то, собственно говоря, эту возможность? Давайте мы обратимся в Якутск. Данияр Байгутоев, здравствуйте еще раз. Скажите, пожалуйста, как вы видите истинные причины того, что происходит сейчас в Якутске? Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, радиослушатели. Возникновение этой причины, она вот как выше участники этой беседы как заметили, на самом-то деле она произошло, по моему мнению, от того, что, вот, скажем, для 300-тысячного города, для маленького города, и вот столько мигрантов, которые вот на самом-то деле, это обычно мы обвиняем местное население, да, в некоторых ситуациях. На самом-то деле вот большинство приезжих мигрантов, вот нас, например, мы занимаемся в основном в сфере обслуживания. Вот такси, автобусы, например, там, или многие занимаются там строительством, евроремонты, например, там даже. И отчасти этого получается вот местным жителям, например, как бы на самом-то деле, я так и считаю, там многие бывает даже не отваются. Вытуривается из этого рынка, как бы получается, да. И помимо этого еще, даже, скажем, даже есть виды, другого вида еще преступления, скажем. Тут выше было сказано, приведены были статистики конкретно по изнасилованию. Есть еще другие там виды нарушений законодательства Российской Федерации, например, там, или преступления уже конкретные уже. И это все, видите, это начинает накапливаться. И вот эта вот ситуация, вот этот случай, который беспрецедентный, она, по-моему, была каплей, которая уже переполнила чашу. Я вот так вот думаю. Данияр, ну вот я читала в сообщениях информационных агентств о том, что диаспора сама теперь взялась, выявляет нарушения в сфере нелегального миграционного, нарушения в сфере миграционного законодательства, выявляет нелегалов в своих рядах. То есть вы как бы согласились сотрудничать с властью, вы согласились с тем, что причины того, что люди вышли на митинг, состоят в недовольстве нелегальной миграции. Хотя еще раз хочу подчеркнуть, что преступник, который совершил преступление жесточайшее, он вообще-то не был никаким нелегалом. Скажу конкретно по этому вопросу. По поводу выявления, отчасти я не согласен с этим, потому что выявлять или, скажем, это не входит в наши компетенции, общественная организация. Да, и то, что, может быть, это может преподнесено, может было по-другому. Я согласен, если имеется в виду под этими словами предупредить, например, там, или, скажем, вести разъяснительную работу среди своих, стараться, чтобы больше людей, чтобы не находились здесь нелегально. На самом-то деле нелегальное пребывание в страну мигрант, например, себя обречет очень многим неприятностям, скажем. Он же, например, у него нет страхового полиса, скажем, медицинского. Он свободно не может передвигаться, например, там, по улице, скажем, устраиваться куда-то на работу законно, на основании договора. Поэтому мы проводим разъяснительную работу внутри диаспоры. Да, я поняла, Данияр, значит, вы просто не читаете РИА Новости, потому что РИА Новости четко сообщают: диаспора Киргизии должна самостоятельно выявлять нелегалов в Якутии, сообщает пресс-служба главы правительства региона в свете инцидента, когда мигранты похитили и изнасиловали жительницу Якутска. Вот вам, пожалуйста, официальное сообщение официального агентства.
Вы должны заниматься вот... Я действительно, я нахожусь в Якутске, вот проживаю с 93-го года, уже 26 лет, у меня семья, вот 6 детей, все время я живу здесь в Якутске, в самом городе. И очень уважительно отношусь, особенно вот нынешнему руководству, Асину Сергеевичу, Сардане Владимировне, например, да. И то, что есть, скажем, если подразумевается, если вы руководители диаспоры должны выявлять, например, это надо будет обсудить, это надо будет там этого, ну я, например, там, я слышу впервые, чтобы это самое. Но да, хотя вот так вот. Ага. Я поняла. Да, если вам, скажут выявлять, значит, надо выявлять. Я поняла. Спасибо вам большое за эту справку. И с нами на связи Дилшаджон Абдулахатов. Здравствуйте, Дилшаджон. Здравствуйте. Это представитель культурного центра узбекской диаспоры в том же самом Якутске. И как вы видите, у всех у вас будут спрашивать, какими вы видите истинные причины конфликта, и чувствуете ли вы, что ваши соотечественники сейчас находятся в опасности, и как им помогать? Здравствуйте еще раз. Ну, конечно, я вижу сейчас своих земляков в опасности, при том же это уже, как бы они сами тоже вот это несколько видео снимали, сами вот насчет Набиджана тоже видели, да, вы? Кроме этого еще 3-4 такой случай был. Ребята зашли туда и все раскидали, фруктовище. И как бы оттуда все собирается оттуда своих родин. Так много, короче. Насчет опасности, да, есть. Ну а вы-то как видите, почему все это происходит? Вы тоже всерьез считаете, что жители республики озаботились проблемой нелегальной миграции и хотят, чтобы она стала вся законной, и тогда конфликт будет исчерпан? Ну, это вопрос мне тоже вот мучает, да, почему так получается. Потому что я считаю, вот это народу настроил до сегодня, да, вот видите, даже вот насчет Набиджана опять хотел, да, он обычному гражданину не сможет отвечать нормальные ответы. То есть испуг из нас, вот, телевидение и вот это, ну, СМИ. Все об этом пишут, вот миграция. На это уже народ настроен, якутский народ на это уже настроен, как бы, я бы так сказал. Спасибо вам большое, и мы передаем слово Дмитрию Михайлову, блогеру. Как я уже говорила, Дмитрий обращает внимание на то, что аналогичные преступления совершались и жителями самой республики. Я добавлю, Дмитрий, что я тоже сегодня открыла информационную ленту Регнум и вижу, что и дело иеромонаха, который изнасиловал мальчиков тут в этом же месяце, пересматривалось, и дело депутата, бывшего замглавы МВД Мамчура, который виновен в покушении, изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и так далее. И там депутат еще переехал людей, один из них погиб, и все это, вот это все суды и пересуды последнего месяца только. И как вы объясняете причины того, что взрыв такого негодования, 5000 человек на митинге, это очень много для Якутии, произошел именно по поводу вот этого преступления. Как вы это объясняете? Так, я всех приветствую. Хотел сказать о своем мнении по поводу причин, о том, что происходит. На самом деле, как бы, само преступление, да, оно здесь стоит на втором плане. Потому что самое главное в этой ситуации, я считаю, то, что у нас очень напряженная миграционная политика, и люди просто с ней не согласны. У нас в республике проживает меньше 1 миллиона человек, то есть это именно исходя из плотности населения самый малонаселенный регион Дальнего Востока и, наверное, вообще России, то есть по душу на квадратный километр, то есть это еще и один из самых крупных регионов. Что еще хотел сказать? Согласно официальным данным, у нас в Якутске зарегистрировано 73 тысячи иностранных граждан, вот по данным на январь этого года.
То есть это только как бы ну, легальные мигранты, то есть это не считая еще нелегальных. Город, столица, у нас здесь проживает ну, практически треть населения республики, и получается у нас нелегальные мигранты, они занимают где-то, ну, в основном селятся как бы в центральной части у нас республики и, наверное, в промышленных городах еще присутствуют в основном. То есть примерно вот в этом вы считаете, с этим связано все, что произошло, протест жителей страны, республики связан ровно с тем, что количество мигрантов в процентном отношении велико? Да, кроме того, хотел добавить, то, что я присутствовал на аналогичном митинге в 2013 году. Был стихийный митинг против мигрантов, там, правда, людей было гораздо меньше, тогда все-таки проблема, может быть, стояла не столь остро, и, во-первых, и, во-вторых, все-таки не так сильно был развит интернет, мессенджеры и так далее. Но, как бы, народ тогда озвучил свои требования, свои мысли и так далее, и, как бы, никаких погромов и ничего подобного тогда еще не было. Но, как видите, прошло уже 5 лет, сейчас вот уже после вот этого инцидента у нас ситуация накалилась, народ уже просто взорвался. Я скажу то, что у нас погромы не носят массовый характер, но все-таки я отмечаю то, что как бы единичные случаи, они действительно присутствуют, когда вот люди приходят в какие-то торговые точки, в кафетерии и требуют, чтобы те закрылись. То есть, Дмитрий, я еще раз вот подвожу такой итог вашему выступлению. Мы начитали здесь, поскольку далеко, мы начитали здесь разного рода экспертных оценок того же агентства Regnum, который собирает их очень тщательно по этому эпизоду, о том, что это спланированные акции, что не могут люди так просто собраться, что это невозможно, 5000 человек, даже 200 невозможно собрать в воскресенье, когда люди на работе, в кинотеатрах заняты своими домашними делами. И только-только получив сообщение о свершившемся преступлении, это совершилось буквально вот в воскресенье, накануне они собираются 200 человек на митинг, а на следующий день уже 5000. И некоторые эксперты считают, что это некое спланированное действие властей для отвлечения внимания, для того, чтобы вот это вот накопившееся недовольство социальными вещами перенаправить в другое русло. Вы считаете, что все это домыслы, что все-таки нужно четко понимать, что это недовольство мигрантами, а не миграционной политикой и не социальной политикой, мигрантами, самим их наличием в республике, так? Во-первых, могу сказать то, что как бы антимигрантские настроения, они, во-первых, присутствуют, да. Кроме того, повторите, пожалуйста, еще раз вопрос. Я уточнила, это не вопрос, это только уточнение, что независимо от того, что мы наслушались. По поводу запланированной акции, да. Вы посмотрите, как бы, когда произошел инцидент, и когда произошел первый митинг. То есть там слишком мало времени прошло, чтобы это было прям такой мощной запланированной акцией. Я хотел еще сказать, то, что вы не забывайте, то, что у нас в республике очень большое проникновение мессенджера WhatsApp. То есть у нас в нем сидит 90% населения, насколько я знаю. Ну, цифра близкая к этому. И, соответственно, информация у нас разносится очень-очень быстро. То есть на первом митинге было озвучено, когда будет второй митинг, и туда вызвали представителей власти. И просто люди, они уже все узнали очень быстро про это, и прямо вот с близлежащих населенных пунктов даже люди выезжали, чтобы высказать свое недовольство. То есть, вот я вас понимаю так, что никакой сенсации, ничего удивительного в том, что эти митинги собрались так быстро, нет. Что республика охвачена WhatsApp, что собираются быстро, узнав о преступлении, возмущение, быстро накопилось раздражение. То есть нет никаких внешних сил, которые стоят за специальным сбором этих людей в определенных местах с тем, чтобы вот накалить страсти,
канализировать протест и так далее. Вот я вас так поняла, и я думаю, что правильно. Спасибо большое, оставайтесь с нами на связи. У меня слово, вот теперь я бы хотела предоставить слово Валентине, как их защищать в этой ситуации, когда власти республики акцентированно говорят о том, что люди недовольны мигрантами, миграционной политики, не стараются это микшировать. И вот на самом-то деле так оно и есть, к сожалению. Вполне возможно, что так оно и есть. Они действительно ими недовольны. Но власти говорят, недовольны, да, мы тоже недовольны. Как их защищать, этих людей? Во-первых, с вашего позволения, я выскажу свое несогласие с тем, что люди недовольны нелегальными мигрантами. Я думаю, что никакого отношения вообще к мигрантам это не имеет. Обратите внимание, никто не недоволен армянскими мигрантами, которые находятся в той же правовой ситуации. Никто не недоволен белорусскими мигрантами, хотя среди них и среди украинских мигрантов наиболее высок процент именно нелегальных. Мигранты, которые приезжают по патентам, они, как правило, легальны на 100%. Просто нету среди них нелегалов, потому что они вынуждены соблюдать закон. Поэтому я думаю, что никакого отношения к миграции, к нелегальной миграции это не имеет. Я думаю, что это искусственно раздутый национализм, который нагнетается постоянно. Я думаю, что, к сожалению, население Якутии не только WhatsApp пользуется, но и преданные телезрители российских телеканалов, с которых беспрерывно льется мигрантофобия. Все время мигрантов выставляют преступниками, хотя не говорят, какие преступления они совершили. Все время мигрантов выставляют нелегалами, хотя россияне гораздо менее легальны, чем мигранты и в плане труда, и в плане проживания по адресу, и в плане поведения. Поэтому я считаю, что никакого отношения к миграции это не имеет, это имеет отношение к мигрантофобии. Теперь как защищаться мигрантам? Я не думаю, что им можно сильно надеяться на то, что их будут защищать власти. Одно из сообщений, которые я вчера получила, это о нападении на гражданку Кыргызстана в магазине, где она работает мерчендайзером. Покупатель привлек ее внимание под предлогом, что что-то вот он хотел у нее спросить, после чего он ее схватил за волосы, нагнул к земле и стал угрожать, что он ее прямо сейчас изнасилует. К нему подскочили еще двое граждан. Она надеялась, что эти граждане будут ее отбивать. Ничего подобного. Они решили тоже принять участие и тоже сказали, что они ее изнасилуют. Она кричала, стали кричать и другие сотрудники магазина. Спасибо сотрудникам магазина. Они немедленно вызвали полицию. Полиция приехала очень быстро. Полиция завела женщину в подсобное помещение, якобы для того, чтобы опрашивать. Где сказали ей, что если она подаст заявление сейчас, то оснований к возбуждению уголовного дела нет. А вот если она хочет подавать заявление, то давайте мы тебя прямо сейчас изнасилуем. А потом будешь подавать заявление, будет повод к возбуждению уголовного дела. Вот вы понимаете, да, поведение сотрудников полиции? То есть это категорически не защита людей. Поэтому вчера мы начали распространять призыв к людям о том, как правовыми методами защищать себя самим, заставляя работать правоохранительные органы. Во-первых, я попросила во всех торговых точках, потому что сообщения приходили в первую очередь из торговых точек и из бизнесов, поставить камеры, скрытые камеры видеонаблюдения, делать трансляцию в соцсети с пользованием только для себя. Потом, если образуется, не приведи Господь, что-нибудь, то этот кусок вырезать и предоставить правоохранительным органам. Во-вторых, если ворвались люди, явно с недобрыми намерениями, демонстративно их снимать и транслировать в соцсети для того, чтобы и снимать лица. Значит, из тех 14 сообщений, что я получила, всего в одном случае люди были в масках. Во всех 13 других случаях люди были с открытым лицом. Поэтому, возможно, съемка их и трансляция может как-то защитить жертв от того, чтобы на них нападали. Третье, что я попросила, чтобы если, во-первых, стараться сразу же вызвать самим полицию, ни в коем случае не отвечать насилием на насилие, ни в коем случае не отвечать оскорблениями на оскорбления, потому что это обязательно будет использоваться против вас. И при вызове полиции сообщать об экстремистском насильственном преступлении, иначе просто не среагируют, я боюсь.
Стараться вот это вот обращение в полицию максимально зафиксировать также, снять полицейских, которые приехали, сфотографировать талончик о приеме заявления, сфотографировать само заявление, чтобы не было подмены. Если были получены какие-то травмы, обращаться в травмпункты или вызывать скорую помощь, это бесплатно. И описывать не только серьезные повреждения, потому что очень часто стараются сотрудники травмпунктов не описать мелких повреждений, добиваться того, чтобы описали все повреждения, которые имеются. И обязательно снять копии этих документов, сфотографировать их и с копиями документов обращаться в полицию, а оригиналы оставлять себе. Вот я хочу вас на этом прервать и спросить у коллег Саида, Умида, все-таки ведь мы видели с вами видео, в котором совершенно однозначно происходит издевательство и запугивание, и превышение полномочий. Это даже смешно говорить, ты не имеешь права никакого требовать паспорт. Вот мне кажется, что человек сам на себя ведь выкладывает уже, я не знаю, назвать это хулиганством, преступлением. Вам не кажется, с вашим юридическим опытом у каждого журналиста он есть, что это уже подпадает под некую статью административного или уголовного ли кодекса, то, как он ведет себя с этим человеком, как он его прессует? Валентина указал на один момент, что, если обратите внимание, люди, которые приходят, участвуют в этих погромах, они действительно не прячут своих лиц. У них открытые лица, то есть они заранее знают, они не боятся, что им что-то за это будет. Именно. И я хочу обратить еще на один момент. Средств массовой информации и других, те, кто говорит об этом событии, нет еще преступника. Даже тот парень, которого обвиняют, он еще обвиняемый. И презумпции невиновности у нас еще никто не отменял. И еще больше меня удивляет тот момент, что люди сами решают проблемы, приходят, решают, кому закрыться, кому открыться, нагнетают атмосферу руководства. А где правовое поле? Где право, где презумпция, где суд? Вот этих моментов абсолютно не чувствуется. То есть чувствуется, что власть настолько слаба в этих регионах, что даже такой маленький 200-300 человек могут устроить такой погром по всему городу, что не приведи Господь. Вот мы спросим Эрела Васильева, он сейчас общественный деятель, с нами на связи из Якутска. Эрел, скажите, здравствуйте, во-первых, очень рады мы вас слышать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, действительно ли настолько слаба власть? Есть ли у вас ощущение, что власть вместо того, чтобы смикшировать этот конфликт, даже если он вызван действительно раздражением против мигрантов, это есть такой, к сожалению, бытовой национализм, от него никуда не уйдешь, он существует, мы не можем не признать, что он существует. Но есть ли у вас ощущение, что власть вместо того, чтобы людей успокаивать, мягко сказать, и говорить, что давайте разберемся сначала, она говорит, да, это митинги против нелегальной миграции, да, мы должны будем истреблять это позорное явление и так далее. И она не способна защитить тех, кто сейчас подвергается нападкам. Какое у вас ощущение? Ну, давайте начнем с того, что второй митинг, он был санкционирован властью, то есть, когда начался стихийный митинг 18 марта на Комсомольской площади вечером, там человек 200 собралось, и туда приехали полицейские, затем приехали представители власти, именно представитель администрации главы. Вот. И там его, конечно, никто не слушал, люди были очень озлоблены, и он предложил провести встречу с властями, представителями власти в спортивном комплексе «Триумф». Вот. И как бы эта новость разлетелась, и официальные СМИ тоже написали об этом. Ну, соответственно, на следующий день и в «Триумфе» собрались люди, приехали со всего города, с ближайших поселков, районов. Вот. И мне кажется, что власть, по-моему, очень правильно поступила, мудро. Пока ничего плохого не случилось, они людей собрали в одном месте, там они успокоили их, там они
пообещали им какие-то вещи, какие-то принять меры соответствующие. Вот. Там, конечно, было достаточно, ну, на мой взгляд, достаточно опасно было, потому что поначалу люди были очень озлоблены в Триумфе. Там человек, 5-7 тысяч человек было, наверное, забито было полностью. И многим представителям власти просто не давали говорить, там отсвистывали, гудели. Там хотел выступить представитель Следственного комитета. Вот, его тоже освистали, там некоторых депутатов освистали. Там даже олимпийского чемпиона, героя освистали за то, что вроде как он связан с киргизской диаспорой, там какими-то деловыми моментами. Вот. Затем вышла Сардана Аксентьева, мэр города Якутска, она начала речь, и тогда все успокоились. Достаточно речь была зажигательная, то есть, но без провокаций, потому что она, наоборот, призывала людей не уходить в крайности. Она объясняла, что не нужно себя держать в руках, что не надо нарушать закон, что у преступности нет национальности и так далее, и так далее. Но при этом она тоже добавила, что необходимо пресекать все такие действия со стороны гостей республики, и тому подобное. Таким образом, люди немного уже успокоились. Затем проехал глава республики. Он тоже как бы без охраны, без чего-то такого, просто среди людей там встал и начал выступать. Его тоже поддержали горожане. Он сказал, что будут приняты меры, что преступники будут наказаны по всей строгости российских законов. Вот. И он пообещал, что миграционная политика будет в республике ужесточена настолько, насколько позволяют это российские законы. Вот. И таким образом граждане успокоились, выпустили пар и спокойно разъехались по домам. Ночью особых эксцессов не было, особых инцидентов не было, потому что на тот момент уже все магазины закрылись, овощники там и так далее, таксисты, они все уехали по домам. Может быть, и по этой причине тоже ничего не было. Сейчас уже все, в принципе, тихо. Да, какие-то единичные случаи были нападения на... не нападения, а случаи угроз в отношении представителей киргизской диаспоры. Вот. Но таких прямо крайних случаев, по-моему, не было. Вот был случай нападения в магазине. Там двое мужчин напали, но неизвестно, чем это закончилось. Ну, это вообще-то известно, Вот, чем закончилось у Валентина заявление. РЛ, то есть вы считаете, что успокоить народ можно ровно тем, что согласиться с тем, что да, вот ваше возмущение миграционной политикой, мигрантами правильное, мы с этим согласны, и мы сделаем все, чтобы исправить недостатки по части миграционной политики, правильно? Они правильно поступили, потому что, что они могли сказать? Нет, мы должны принимать, они же не могли обратное сказать. Да. Было бы неправильно. Действительно. Их бы закидали, да, совершенно верно, да. Они очень правильно поступили и сделали правильно, что они отреагировали практически моментально, потому что если бы они допустим, не обращали внимания на это, то, конечно, ситуация могла бы сильно накалиться и действительно начались бы погромы. Но я хотел бы добавить, что немножко, по-моему, преувеличено, все-таки никаких погромов не было. Были единичные случаи, может быть, там 4-5 случаев каких-то нападков, там угроз и так далее. И там не на женщину напали, а на продавца мужчину. Но ведь напали. Это же не, вы знаете, в 5 случаев за день в концентрации Якутии, да, Якутской, и вот этих городков, это все-таки очень много. Такого же не происходит в реальной, в обычной жизни. Нет, это, конечно, неправильно. Здесь, конечно, должно, не должно быть линчевания и так далее. Все должно быть в правовом поле. У нас же существуют правоохранительные органы и так далее. Зачем гражданам брать функции государства? Да уж, конечно. Но они берут. Представители власти все услышали, желания граждан они услышали. Мы теперь будем ждать, что они сделают, как они будут действовать, выполнят ли они свои обещания.
Спасибо. И в этом ожидании люди успокоятся и спокойно будут вот ждать, чем все закончится. Мы сегодня проводили опрос, уважаемые участники эфира и слушатели, зрители наши на улицах Москвы. Мы спрашивали, как вы относитесь к трудовым мигрантам, уважаемые москвичи. У нас сейчас, кстати, есть возможность и вам тоже дать слово. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Времени немного осталось, но такая возможность появилась. Смотрим опрос. Как вы относитесь к трудовым мигрантам? Ну, вы знаете, если они себя, вот у нас, например, во дворе, они убирают просто безупречно. Поэтому те люди, которые действительно работают и ведут себя корректно, нормально. Но не мы же решаем эту проблему, все равно решает правительство и какие-то органы. Поэтому... Мне, например, безразлично, работают они, пусть работают. Спокойно. Ну, я как-то в жизни просто с ними не сталкивался, поэтому я не могу так сказать прям реально. А так, мифически вроде все нормально. К нормальным хорошо отношусь, которые работают и не нарушают наш порядок в Москве. В принципе, неплохо. Законопослушные, да, в рамках закона я не против. Если они соблюдают законы нашей страны и культуру уважают, то нормально. Мне кажется, что реальность наша такова, что мы без них не обойдемся. Просто важно их как-то интегрировать в нашу культуру, чтобы они не принесли, не заменили нашу своей, вот так скажем. Если они трудовые, ну почему? Я вообще-то их жалею. Обманывают их, платят им мало. Вы знаете, я хотел бы, чтобы им, конечно, платили нормальную зарплату. Вот. Чтобы не отсутствовали эти всякие дурацкие поборы, чтобы было меньше криминалитета. Вот, наверное, это все. А так, ну, конечно, это естественный процесс, что если люди не хотят работать, пускай кто-то занимает их места. Если они занимают свою нишу, так сказать, в тех отраслях, которые коренные жители, можно сказать так, не работают, то почему нет? Если они не нарушают законы и никак не вредят, то почему нет? Скорее положительно. Ну, знаете, люди в разные попадают ситуации. Вот. Почему? А все люди братья, все должны помогать друг другу. Так что все мы люди. Ну, а почему нет? Если есть желание людям работать, нельзя лишать их такой возможности. Вот, Саид, скажите, что вы об этом опросе думаете? Конечно, ни один человек не скажет, я отношусь к ним плохо, но обязательно через запятую. Если он не нарушает законы, где-то в голове уже сидит, что он может нарушить законы, поэтому если он не нарушает, тогда все в порядке. Если вы говорите об этом опросе людей, я к этому отношусь крайне положительно, потому что ну, просто видно, что 99% этих людей сказали, что они позитивно относятся к тому труду, который они делают, и без них нельзя обходиться, потому что миграционный процесс – это всемирное явление, и от этого мы никуда уйти не сможем. Россия очень малонаселенная страна, и на юге у нас есть, слава богу, родственные нам народы, пусть там не по вере, но в ментальности, русская ментальность, выросшая в Советском Союзе, страны СНГ поставляют сюда молодежь очень трудолюбивую, очень законопослушную, исключая единичные проявления. Вот. Это не какие-нибудь другие, из других регионов, Япония, Китай, Южная Корея. А вот Средняя Азия, она наша, поэтому надо просто выработать единую политику, национальную. Пока вот те единичные случаи, слава богу, то, что случилось в Якутии, тоже это не страшно. Это просто локальное проявление социальных проблем, которые у нас копятся. Разумеется, у нашего населения, выросшего в СССР, нет взаимных претензий, все друг к другу нормально относятся. Только надо вот национальную политику на федеральном уровне более серьезно к этому относиться, как это было раньше. То есть должен быть человек, который управляет этими процессами, и руководству страны надо обратить на это внимание гораздо больше, чем к каким-то экономическим вопросам или там, зарубежным политическим вопросам. Да, но во времена СССР как раз начинали копиться все эти конфликты, которые потом выливались в очень страшные войны, Карабах и так далее. Это концовка СССР, да, когда уже все ослабло. Да. А все 70 лет, в общем-то, довольно дружно жили. Ну вот теперь они говорят, эти народы, что жили дружно, потому что палкой нас заставляли жить дружно. Вы знаете эту теорию тоже. Из Москвы звонит нам Виктор. Здравствуйте, Виктор. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, мне, вообще говоря, странно было, что вот местное как бы начальство
вроде как стрелки переводят, что это в основном, ну, типа явление нелегальной миграции, нелегальный бизнес. Да. Вообще-то говоря, сразу вопрос возникает к местным властям. То есть известно, что вот эта нелегальная, так сказать, миграция, это питательный компот, что называется, который сознательно разводит обычно начальство, потому что это выгодно. Ими легко управлять нелегальными, и у них и зарплаты, соответственно, ниже, и они права не требуют и так далее. То есть вообще-то это, по-моему, спрос прежде всего с начальства. Когда они хотят дурака не валять, они могут навести порядок, и в этой сфере тоже. Поэтому вроде как они стрелки переводят, но это, по-моему, к самим себе вопрос. И, конечно, если упорядоченная миграция, то обычно смотрят дела, и с криминальным прошлым ни одна страна не пускает на жительство, и тут более управляемый контроль. Ну, вот. Да, спасибо, Виктор. Я вот рада, что вы услышали нас. Я думаю, нас тоже поразили слова руководителей города на этом митинге, что да, все проблемы в нелегальной миграции, какое безобразие, как же так, почему у нас такая нелегальная миграция. Говорят они этим людям, чтобы их успокоить, и мы сделаем, чтобы она была легальной, чтобы не было этих преступлений, связанных с тем, что вот нелегалы, в то время как, а чем же вы занимались раньше? Вот это нас ровно то, что и удивило в этих текстах. Владимир из Новороссийска, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, гости, добрый вечер. Елена, уважаемая, тут все просто. Эти мигранты там давно в той же Якутской республике живут, в республике Саха. Они давно по всей стране. Вот если будет хорошо с Киргизией, с Киргизстаном, киргизов никто трогать не будет. Будет плохо с таджиками. Проблемы начнутся с Таджикистаном, проблемы начнутся у таджиков. У нас Федеральная служба миграции, у нас губернатор назначаемый, мэр Якутска, полуизбираемый, полуназначаемый, они все будут слушаться Москву. Плохо с какой-то страной, бывшей СНГ там, или СНГ, проблемы будут у мигрантов. Все, это мое Спасибо, мнение. это очень интересно, то, что вы говорите. Я попрошу МИДа это прокомментировать. То есть вы считаете, что власти ведут себя примерно как Онищенко, который проблема с Абхазией, он запрещает мандарины из Абхазии. Здесь проблемы там возникают с какой-то другой страной, СНГ, соседской, вымещается все. Мы это видели с Грузией, естественно, мы это проходили с Грузией. Но что вы скажете? Я вам, если перечислю периоды, когда начинались подниматься эти антимигрантские настроения, да, они как раз совпадает в тот период, когда Россия или какие-то регионы не могли найти какого-то общего внешнего врага. Появляются турки, мигрантская проблема отходит на второй план. Война идет против помидоров. Против молдаван, против таджиков, если помните, была война с самолетами, была ситуация. Начали ловить всех мигрантов таджиков именно. Потом была ситуация вот с Грузией, начали... Вот, то есть в любом случае всегда мигрантская тема, такая, это точка, которую можно использовать в любой момент для того, чтобы направлять гнев, народный гнев вот на... решилась как-то, устаканилась проблема, ну не скажем устаканилась, а отошла на вторую проблему Донбасса, Украины, опять начинают подниматься мигрантские темы. Средства массовой информации опять начинают эту мигрантофобскую политику. Буквально вчера появился на НТВ ролик, который так и называется «Мигранты идут в бойцовские клубы». Мигранты идут в бойцовские клубы для того, чтобы убивать. Оказывается, судя по... И этот ролик сейчас гуляет по сети, все удивляются, как же так, это экстремизм настоящий, это призыв к чему-то. Но, несмотря на это, НТВ считает, что если мигранты идут в бойцовские клубы, то они учатся там убивать. Вот это отношение, оно взращивается, оно насаждается постепенно. И почему мы удивляемся, если где-то вспыхивает, как раковая опухоль, где-то выскакивают вот такие проблемы. Это все, вы правы, Саид прав в том, что это все из-за неправильной национальной политики. Ее вообще нет, не существует. То есть подспудно натравливают на всех мигрантов,
подспудно, говоря при этом правильные слова, натравливает вот такими роликами на всех мигрантов, а потом выбирают ту группу, может быть, не в этом якутском случае, но во многих других случаях, которую сегодня выгодно выбрать, потому что она, эта группа, должна быть целью по случаю осложнившихся отношений с какой-то республикой. Это очень грустно. Мы пришли к выводу, и на этом приходится закончить. До свидания.